24гадовы Александр Концавенко ведае пра гэтую гонку ўсё. 18 гадоў каратэ амаль усё жыццё. З 16 прымае актыўны ўдзел у спаборніцтвах. Апошнія 4 толькі першыя месцы. І ў гэты раз не здаецца, цяжка, але вытрымаць трэба. Каждый раз сложно, интересно, все равно переживаешь. Готовлюсь целый год от похода до похода. У нас тренировки ежедневные, поэтому все это с каждым днем все больше и больше тренировок. Самое интересное сам поход, в котором мы примерно 2 недели. Мы строим саму трассу, обустраиваем лагерь для приезжих. А вось юны Ярослав Бурынскі і Марыя Шишко. Яны прыехалі са Смаленска. Трэніруюцца разам уже 3 гады. Для Ярослава гэта забег 3. Ён ведае, чаго чакаць. А вось Марыя на лінії старту ўпершыню. І гэта асабліва хвалююча. Поначалу было очень сложно. Потом я начал привыкать к этому, адаптироваться. Уже 3 раза я очень волнуюсь. Там надо перелезть через бревно, перейти через болото, там дальше что-то уже не помню. Я как бы не умею плавать и боюсь воды из-за этого. На старт увага, марш. І сотні удзельнікаў зрываюцца з месца. Зямля, вода, падтрымка балельшчыкаў. Красный, давай! Колькасць удзельнікаў расце з кожным годам. У гэты раз каля 180 чалавек. Са ўсёй Беларусі і з рэгіёнаў Расіі. Сярод іх не толькі прафесіяналы, але і аматары. Самому малодшаму 6 гадоў, старэйшаму 62. Тут мае значэнне толькі адно – гатоўнасць змагацца. Мой папа в том году ездил, но меня забыл взять. А в этом году я весь год хотел поехать и поехал. Я люблю эти забеги, всякое такое. Спорт люблю. Я участвую в забегах тоже любительских и решила поучаствовать в этом забеге. И предложила детям совершенно в шутку, и они вдруг одобрили эту идею, поэтому мы подали заявки. Тренер написал, сказал, надо выступить. Поехали. Нам просто так словесно объяснили, сказали, ну вот направо, налево и прямой бегите. Вот, а так мы не знаем, куда бежать. Ну, первое место займем, да домой поедем. Я решила принять участие, потому что красивая природа, пейзажи, очень вот насладиться вот таким свежим воздухом, потому что в городе такого не найдешь. Вот приехала с семьей, передаю привет бабушке с дедушкой, привет, люблю, целую, обнимаю, скоро приеду. Не главное там на быстроту, просто главное вот съездить и все. Спаборніцтвы праводзяцца з 2016 года. І з кожным разам траса становіцца ўсё больш складанай і цікавай. Тыя, хто думае, што 10 кіламетраў простая прабежка, вельмі памыляюцца. Самае складанае тут не проста прабегшы, а прайсці выпрабаванне. Іх тут 25. Гэта адно з самых простых, аднак прайсці яго не так лёгка. Галоўная мэта выпрабаванняў не проста праверыць мышцы, а згартаваць дух. Это интересно, это для души, так сказать, и тела, понимаете, скажем так. И можно испытать себя и на выносливость, на крепость духа, и можно на физическую подготовленность испытать. Ну, и вообще очень интересно пробежаться на природе, залезть в болото, прыгнуть с вышки. Агульныя вынікі падлічылі пасля фініша апошняй групы. Лепшых чакалі 9 камплектаў медалёў. Але, здаецца, самая галоўная ўзнагарода – гэта эмоцыі. Іх удзельнікам хопіць не менш, чым на год. Первые 2 километра были очень тяжелые, потом уже, так сказать, в колею попал уже и как-то уже шло накатом. Был рад увидеть финишную прямую, и очень приятные на финише подарки были. Фантастика. Работа на высоком пульсе, много интересных препятствий, дают огромный заряд положительной энергии. Было тяжело, как и каждый год. Но все равно находишь в себе силы, чтобы бежать дальше, чтобы не сдаваться, потому что хочется занять призовое место. Если раньше, вот в прошлых годах чувствовала, что хочется где-то остановиться, где-то пройти шагом, то в этом году ни разу не останавливалась. Наступным летом каратысты Гомельшчыны зноў чакаюць усіх, хто гатовы кінуць сабе выклік. Дар'я Дрожжа, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».